Классическая вольная борьба является одним из самых распространенных видов спорта среди ингушской молодежи. И переполненные спортивные залы во время тренировок являются тому подтверждением. Сотни молодых спортсменов проводят на тренировках по несколько часов в сутки. Одним из таких борцов вольного стиля является Ислам Яндиев. Он вот уже 2 года тренируется под руководством бронзового призера Олимпийских игр в Сиднее Адама Барахоева. 5 часов в сутки – столько времени Ислам тратит на тренировки. Тренировка проходит 2 раза в день, утром и вечером. Адам делает акцент на борьбу, поставит на выносливую борьбу, на выносливость, так как выносливость является уже половиной победы в схватке. Изучаем бросковую борьбу, борьбу в партере. Адам Барахоев, лучший тренер мира 2008 года, провел мастер-класс для борцов из сельского поселения Троицкое. Спортсмены имеют определенный опыт, но советы титулованного борца все равно не будут лишними. Я просто пока глаза, я прошел, перешел за вторую ногу и вот так бросил на 3 балла. Поняли? Ребята очень талантливые, ребята, вы знаете, кавказцы вообще побеждают именно в единоборствах. А борьба это номер 1, это у них, мне кажется, что это в крови, что у нас очень много талантливых ребят. Я думаю, что в будущем у нас будут и олимпийские чемпионы, чемпионы мира, Европы. Мастер-класс Барахоева посвятили эстафете Олимпийского огня, которая пройдет по всей России. Ингушетия принимает ее в январе. Рахим Чахкиев, братья Манкиевы, Ислам Халмурзиев, Лейла Албагачиева. Лучшие спортсмены пронесут огонь по населенным пунктам республики, начиная от столицы Магаса. В числе факелоносцев будет и Адам Барахоев. Я очень волнуюсь. И сегодня я, конечно, непосредственно жду этого дня, когда я буду держать этот олимпийский огонь в руках. Я рад, как уже говорил, волнуюсь. Конечно, это история страны, республики. И все наши молодые ребята будут это все видеть. Эстафета уже начала свой старт по городам и районам России. В ближайшем будущем эстафета обязательно будет у нас. Каждый, кто участвовал в эстафете, кто готовил, это уже является участником Олимпийских игр, олимпийского движения. Завершился мастер-класс противостояния 2 школ борьбы – Троицкой и Назрановской. Муслим Ганиев, Рамзан Миржоев, Новости 24. В мероприятие были приглашены более 1000 ингушских студентов, ректора столичных вузов, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации. Также на мероприятие прибыл и глава республики Юнусбек Евкуров. Для студентов была подготовлена концертная программа, в которой участвовали звезды не только ингушской, но и российской эстрады. В завершении концертной программы выступил глава республики с поздравлениями и вручил отличникам, обучающихся уже не 1-й год столичных вузов, почетные грамоты. В своей поздравительной речи глава республики отметил, что студентам, обучающихся в столичных вузах, выпала большая возможность в будущем стать хорошими специалистами. И что грамотные специалисты нужны в нашей республике. Постоянное представительство намерено каждый год проводить такие мероприятия и надеется, что это войдет в традицию. Ингуш-Автотранс обновляет свой автопарк. По республике и за ее пределами уже курсирует 50 новых автобусов. Еще пара десятков должны выйти на маршруты до конца года. По мере появления нового транспорта старый отправляют на утилизацию. Мы будем их только утилизировать. Списывать, если мы их какие-то автобусы спишем, и они попадут в частные руки, эти частники потом будут ездить по нашим городам и районам, и на этих старых автобусах осуществлять перевозки пассажиров. В связи с нехваткой транспорта на маршрутах были задействованы автобусы 2003 года выпуска. Срок их эксплуатации истек еще 5 лет назад. Эксплуатация данного автобуса составляет всего 5 лет, который дан заводом. Но мы их не могли ранее утилизировать, списать в связи с тем, что у нас не было нового транспорта, выпустить вместо них замен транспорта не было. Поэтому мы их эксплуатировали. Их уже, конечно, невозможно эксплуатировать. Взамен сейчас нам пришли новые 50 единиц автобусов, и сейчас начали утилизировать.
Комфортабельные автобусы нового образца работают на метане и тратят минимум топлива. К тому же там больше сидячих мест. Обновление автопарка позволяет избежать частых поломок автобусов, а значит сбой в графике движения. Автобусы-то пришли они 2-3 месяца только, но они себя уже показали с хорошей стороны. Очень хорошие автобусы. Работаем по графику. У меня, например, в Карца 4 рейса в день. Вот я сейчас 2 рейса делаю, сейчас заезжаю на обед. Полностью обновить автопарк планируется в следующем году. Милана Хашигульгова, Магомед Дидигов, Новости 24. Центры для содержания нелегальных мигрантов должны появиться по всей России. Ингушетия не исключение. Для этой цели решили использовать здание промжилбазы. 2 месяца назад там начался ремонт, и теперь уже все готово. Полностью капитальный ремонт вот этих 2 зданий заново отстроили вот КПП, контрольно-пропускной пункт. Полностью ограду, видеонаблюдение, пожарную систему. 5 бригад трудились над объектом. Они заменили все двери и окна, покрасили стены, побелили потолки. Вокруг здания вырос кирпичный забор. Раньше была только сетка. На каждом этаже теперь санузлы и душевые. Площадь жилых комнат около 20 квадратных метров. Просторная светлая столовая, вдвое больше. Здесь столовый зал, здесь кухня. Пока не оборудовано, но... Осталось установить приборы для дезинфекции, оборудовать кухню, завести мебель, и тогда центр будет полностью готов к работе. Там смогут находиться одновременно 40 человек. Встречаются такие случаи, особенно это бывает с гражданами из Юго-Восточной Азии, Вьетнам и так далее, и так далее. Они без документов. С целью их определения личности, раньше нам некуда было этих граждан помещать и так далее, мы вынуждены были просто отпускать их, продержать целый день, не установив документы, отпускать. Сейчас, уже в данный момент, мы будем их помещать в это здание, устанавливать их личность, и после того установления личности уже депортировать и проводить все необходимые мероприятия с ними. По словам Башира Мислаурова, по техническому оснащению спецприемник превзойдет другие центры для мигрантов на Северном Кавказе. Нелегалы будут находиться здесь, пока Федеральная миграционная служба не подготовит документы для депортации. В целях безопасности во дворе и коридорах установлены видеокамеры. Выходить за территорию центра будет запрещено. Мадина Албакачиева, Адам Шибилов. Новости 24.